Уважаемые журналисты, наше вот это вот заявление, обращение ко всем мировым сообществам подтверждает еще вот такое высказывание так называемого председателя, я подчеркиваю, так называемого председателя Меджлиса татарского народа. Вот он на сайте Милепурка появился, Джемилев назвал Могилева наиболее глупым назначением Януковича. Вы все прекрасно понимаете, о чем это идет речь. Он фактически оскорбил президента. Того президента, который руководит почти 50-миллионным населением, у которого мы просим решения национального вопроса, и он таким образом оскорбляет, а это подпадает. Я не рекомендую, не могу рекомендовать Януковичу, но если бы про меня сказал, я бы под суд отдал бы его. Глупые решения. Разве может быть решение глупым? Как будто это так, в торопях были приняты такое решение, что Могилева назначили здесь. Теперь же, почему он так сильно оскорбляет и не желает Могилева? Дело вот в чем. Могилев ничем не отличается, никем не отличается теми руководителями милиции, которые на наш век, то есть я имею в виду с 1967 года и суда, которые были начальниками милиции. Всегда они исполняли приказы. Люди службы. Кто-то исполнял словесные указы, кто-то исполнял решения судов, кто-то беззаконие чинил. Ну, не один Могилев, я его не оправдываю, нет. Ну, сегодня уйдет Могилев, завтра придет Петров, послезавтра придет Магомед. Он будет исполнять то же самое, я не оправдываю, я уже говорил, но тут что-то странно получается. Ухватился он за Могилева, что он, как по телевизору сказал Могилев, исполнял решение суда. Но также исполняли решение суда в Алуште недавно. Помните? Высылали более 10 семей из квартир, которые проживали там уже более 10 лет. И в Паторе недавно выслали. Так. Помните, здесь, в село Мирном, в доме Хаирова, по-моему, для его звать, был брошен граната. Это под руководством был Луценко, который он демократический, как они называют себя, демократами, поддержал. То есть, во всяком случае, промолчал. Почему же Меджлис, его руководство я имею в виду, Меджлис это структура, а его руководство не поднимает народ, действительно здесь сказали, не протестует против этих бесчинств, против этих бандитских, можно сказать, да, действий милиции. Однако молчать. Почему? Почему-то он схватился за Айпетры. По всей вероятности, там были его личные интересы. Вот и Могилев исполнил, как он говорит, может быть, неадекватно он исполнил это, я не знаю. Исполнил, главное, он исполнил решение суда. Я не оправдываю это решение суда. Повторяю, Могилев я не оправдываю. Ну, давайте завтра будет не Могилев, Петров, я не знаю, уже повторил. Будет твориться тот же. Пока не будет принят закон о реабилитации крымско-татарского народа, о его статусе. Это будет продолжаться, потому что закон не учитывает нас. Вообще, юридически не существует крымско-татарского народа. Нету. Это вы, увидев меня, я не знаю, этнически, или по разговору, или по интонации, определяете, что я крымский татар, или по фамилии. А юридически я никак не могу доказать, что я крымский татар. Меня спрашивают десятка справок, что я должен доказать, что я не осел. Извините за выражение. Поэтому это после того же, как мы приняли здесь, да, вот это дополнительно к этому я говорю. Еще он вот что называет. То есть он назвал решение, повторяю, решение президента Украины, и он принял это не в торопях. Помните здесь, в течение 2 месяца уже как джарки нету, да? Значит, они какой-то имел, раз с кем-то консультировался, думали, как принять это решение. Разве не при Януковиче было дано разрешение на постройку мечети? Ну, во время джарты, конечно, правильно. Но они исполняют
прямым указанием президента, оттуда от рамки и Могилев не будет выходить. Я это прекрасно знаю. Теперь же Мустафа говорит, вот я лучше прочитаю это место дальше. Глава милиции крымтатарского народа выразил недовольство решением Виктора Януковича. Мустафа Джемилев крайне негативно отнесся к назначению Анатолия Могилева, премьер-министром Крыма. В кавычках, цитирую, я в свое время, когда только умер Джарте, оценивал возможность кандидатуры Анатолия Могилева на должность крымского премьера. Я тогда так говорю. И сейчас настаиваю, из всех возможных кандидатов самые глупые назначат премьером Крыма Могилева. Пожалуй, к моим словам прислушались, в кавычках, в Киеве. Очевидно, президент решил сделать именно глупые назначения, сказал Джемилев. Извините, я никак не могу вот назвать это его слова. Он как руководитель милиции, если он считает, он же должен обратиться к ним. В прошлом году, помните, приезжал президент, он не пошел, хотя и президент хотел с руководством встретиться. Они игнорировали его. Теперь же это называют глупым решением. Дальше. На вопрос о том, возможно ли, что Могилев будет более сдержан по отношению к крымтатарам, глава милиции ответил, в кавычках, вот, цитирую, не знаю, Анатолий Могилев уже в таком возрасте, что говорит об изменении характера, не приходится, хотя, возможно, он учел замечания. Кавычка закрывается, подчеркнул глава милиции. Назначение Анатолия Могилева премьер-министром Крыма, скорее всего, делается для того, чтобы обострить напряженность в Крыму и вызвать протестные настроения среди крымтатар, заявил Джемилев. Джемилев, по его собственным словам, основывается на прошлых действиях министра внутренних дел Могилева, который ограничивал права крымтатар в Крыму. Извините, обратно я говорю, повторяюсь, что президент назначил его сюда. С приходом этого президента какое-то облегчение получилось с решением без бульдозеров, самовозвратов, ну, говорят, самозахваты, земельные участки. Начали решать помаленечку, да, начали решать. Я уже говорил, мечети, начали решать. А эти, Чубаров и Мустафа, всегда пугают всех крымскими татарами. Якобы вот в случае чего, вот крымские татары встанут. Так завтра, послезавтра прозовет эти самозванцы, представьте себе, кроме 200-300 человек, наверное, не появится нигде. Он просто запугивает, спекулирует именем народа, выступает везде. Ну, можно еще сказать много, здесь... Полным бахтом? Да, вопросы. Вопрос есть, пожалуйста. Я хотел еще одну вещь сказать, если можно, конечно, быстренько. Сейчас. У кого вопрос? Сейчас. Да, скажу я. Здесь еще в одном месте Мустафа заявляет о том, что Могилев, как общественный деятель, может выступить с этим, с открытым текстом по телевидению, сказать, что он якобы ошибался, опровергнуть то, что его обвиняют в том, что якобы Могилев якобы говорит о том, что оправдывал действия Сталина, о том, сталинщине. Я хочу по-простому сказать, чья бы корова мычала, но Мустафин корова бы молчала. Извините за такое выражение. Почему? Потому что сколько обвинений вот уже в документах есть, я себе не буду повторять, сколько документов есть, обвинений в его адрес, не обвинений, вот факты. Он не выступил, не сказал, что вы правильно сказали или неправильно сказали. А этого требует у Могилева. Ну, если хочет Могилев, воспринимает это нормально, пускай выступит, скажет.